после того, как совещание прошло, активизировалась определенная часть нашего населения в лице молодых ребят, которые какие-то акции проводили. Их сегодня еще и задержали. В этой акция была мирная. Кстати, акция была не массовая какая-то, всего лишь они вывесили на проезжих частях, где видимость доступна, плакаты с афоризмами, с всяких великих наших ученых, Владислава Арденба, писателей, таких как Фазиль Абдулович, Искандер и многие другие. Ни одна фраза не имела характера антиконституционный, или там, который можно угрожать нашим национальным интересам, а наоборот, они защищали, тем самым показывали то, что в Абхазии есть патриоты, и они готовы защищать таким образом, таким путем, мирным, но их задержали. Сейчас проводят экспертизу вывешенных этих плакатов, содержание их на экспертизу отправляют, то есть высказывания Владислава Арденба подвергают ревизии. Все эти вещи на самом деле уже здесь надо по-серьезному с этим бороться, потому что мы на этих фразах, мы жили, росли, наши родители нам это вкладывали, этих детей сегодня они стали обвинять в том, что они какие-то антироссийские, прозападные, какие-то клеймят. Это же вообще недопустимо. Мы должны защитить таких граждан, и мы не имеем права в стороне оставаться, когда это такой правовой беспредел происходит. Сегодня их оштрафовали якобы по статье 166 хулиганство. Я вам хочу сказать, что никакого хулиганства с их стороны не было. Это точно хулиганство, наверное, несет какой-то негатив. Обычно там кто-то, наверное, пожаловался на их действия, но такого нет. Их решили оштрафовать, но это дело не в том, что это штраф там 250 рублей может как-то повлиять на их жизнь. Не в этом дело. Дело в том, что они хотят вообще уничтожить нас, смысл нашего государства. Вот просто нивелировать его. Часто Аслан Джани говорит, что это территория, что это население. Но как о государстве уже не 3 года ни одного совещания не проводили по вопросам демографии, по вопросам национальной политики. Они полностью отклонились от национальной политики, ее практически нету, и нам хотят навязать извне стратегию развития территории. Но это не наша стратегия, она не от нашего общества исходит, она исходит с интересов олигархов, которые хотят просто освоить территорию. И в этом потакает наша власть. Но сегодня случилось так, что еще и милиция пытается защитить интересы этих олигархов, выполняя приказы, мотивируя это тем, что приказы должны выполняться, и мы не можем по-другому себя вести. Я вот хочу напомнить, может, многие это не знают, но вот я от своих старших такую историю слышал, хочу, чтобы это еще раз услышали и молодые, и те сотрудники, которые сегодня выполняли приказ. В 1989 году, вот перед большой такой стычкой в первой школе, когда студенты грузинские собирались, наши молодые ребята, не совсем организованные, может быть, пытались противостоять этому и шли в сторону первой школы, и как раз на углу перекрестка, где городило сейчас располагается, ботанический сад, увидели Гиви Муговича Агарба, действующего милиционера на тот период, который работал в советской милиции, который получал приказы вообще не с Абхазии, а с Грузии. Руководство было там, но это его не подстегнуло к тому, чтобы он останавливал эти процессы как-то или противостоял этому. И когда наши ребята подошли к нему и, стесняясь, все-таки он старше, спросили, что он нам делает, но они боялись в то же время, что их задерживать будут. У Гиви Камуговича автомат в руках был, он вот так повернулся к нашим ребятам и сказал на абхазском языке: «Ахат шарам тайт араф из гулой ауса шца». И вот такие сотрудники милиции, это не он один, много у нас патриотов было, слава Богу, которые привели нас к победе. А некоторые сотрудники, ясно, что исполняли приказы, и даже после 14 августа здесь остались и работали.
но мы на них не ориентируемся сейчас. Для нас герои, наверное, вот эти люди, которые на такие поступки шли, хотя они могли потерять еще больше, чем сегодня сотрудник городдела или МВД, который может просто потерять зарплату, если заявит о своей воле, что он не будет выполнять вот таких антиконституционных приказов. Это вообще такие приказы не выполняются. Поэтому, наверное, глубины всей проблемы наши сотрудники МВД не совсем понимают, и многие в обществе не понимают, какие угрозы и риски несет нам такое руководство, такая власть, в частности, сам президент. Если бы они до конца понимали бы глубину всех рисков, я думаю, они так себя не вели бы, но я их призываю в дальнейшем отказаться от таких действий. Запугать абхазцев, наверное, сложно им будет, потому что не получилось у многих и не получится точно у них.